Люди говорят, что медицина в стране погрязла в коррупции. Они правы в основном, потому что коррупция очень разная в медицине. Первое – это неофициальная оплата, которую либо требует врач, либо сам пациент. Такие у нас традиции, как это не заплатить. Вторая есть как бы официально, когда их отправляют платить в кассу, в бюджет больницы, хотя это покрыто страховым полисом. Третье – это когда его направляют в какую-то частную, они связаны с этой частной клиникой, эти врачи, которые направляют, имеют, наверное, оттуда обратно какие-то. Потом есть разные схемы, которые связаны с партнерствами, публично-частными, это вообще головная боль большая. Раньше были с тендерами, сейчас я как-то более спокойно, не могу ручаться за все, там, где делают тендера главврачи, там, где делаем мы более-менее порядок. Было еще очень много коррупции в циркуляции в лекарственной сфере, поэтому они правы, но они должны понимать, что без их помощи нет какого-то, не знаю, какого-то департамента, который отвечал бы точно за коррупцию. Они могут увидеть, где бы я попросила кого-то, остановите, пожалуйста, знаете, как рубильник электросети. Нет такого. Это наш вместе какой-то должна быть, это слово, конечно, звучит не очень модно. Оно модно, но оно для меня некрасиво звучит, борьба. Это не должно быть борьбой с коррупцией. Мы просто должны перестать давать и взять. Это долгий путь будет. Это за один год нет. Но люди видят, что мы работаем и с органами, с антикоррупционным центром. Они могут увидеть, сколько у нас было арестов, задержаний. Я их снимаю с работы, судья их потом обратно мне возвращают. Я воюю, я работаю с прокурорами. Мы своими путями увольняем, мы стараемся менять. Мы заметили, что там, где мы делали серьезные изменения, полностью изменились, приемные покои, операционные блоки, все. Вот месяц проходит, и все равно приходят какие-то вот негативные отзывы от населения. Я думала, боже мой, что надо еще делать? Все им дали, зарплату повышаем. Но вы знаете, вот это как когда машина останавливается и давишь на тормоза. Идет еще и инерция какая-то. Но есть надежда, хотите но сказать? я хочу вам сказать, что мы видим там, где мы меняем, без того, чтобы мы даже что-то специально сделали, медперсонал меняется к лучшему, потому что... То есть для всего нужно время, вы хотите сказать, но Да. если подытожить, то с коррупцией, по вашему мнению, нужно перестать давать для того, чтобы перестать И фиксировать. надо сообщать. Если они не хотят связываться, допустим, и сообщить Центру антикоррупции, пусть они обращаются к нам, потому что у нас есть свои методы, мы их не сдадим. Ясно.